Бой комментирует старший тренер клуба «Нокаут», чемпион мира 2013 года по кэмпо в разделе кикбоксинг Заур Гаджи Алиев. Представитель в красном углу Мурадов Имран, тайский бокс, УГТУ, спорткомплекс «Буревестник». В синем углу Самборских Вадим, клуб «Нокаут», спорткомплекс «Нефтяник». Ребята уже встречались, если я не ошибаюсь, и встречались они во втором или в третьем открытом ринге. И поэтому ребята сразу же без разведки начинают работу, агрессивно вперед идти, размениваться ударами. Мы видим, что Вадим чуть-чуть выше ростом, может на полголовы или на голову даже, я бы сказал, Имрана. Но это, тем не менее, не останавливает Имрана, он работает, хочет отыграться. Он в прошлый раз проиграл Вадиму, если я не ошибаюсь. Он проиграл досрочно. Мы видим, что спортсмены уже встречались, поэтому они без разведки сразу же начинают работать. Вадим как бы занимает какую-то оборонительную позицию, то есть не идет вперед, как шел раньше, и это идет совсем не в пользу ему, ну а в пользу, конечно, его противника. Ребята работают в весовой категории до 63 килограмм. Возраст спортсменов 17 лет. Рефери в ринге Тюхтин Максим, тренер клуба «Нокаут», один из тренеров. Работа переходит в клинч, Вадим не дает работать. Раунд быстро закончился. Ребята показали такой динамичный бой. Повтор показывают. Пропустил Имран. Еще раз пропустил. Сумбурно кидает удары руками в корпус. Но тем не менее 2 удара в голову четких пропустил. Второй раунд этого боя. Вадим забирает центр ринга и начинает атаку вперед. Идет вперед. Имран наклоняется вниз. Во время своей атаки не видит свою работу. Рефери не останавливает, но и не пользуется этим самым Вадим. Попытался с разворота ударить, но промазал. Имран также опять наклоняется вниз, не видит своих ударов, но тем не менее сумбурно кидает как можно больше ударов по корпусу. Вадиму нужно работать на дистанции, точечными ударами, попадает 2-3 удара, как он сейчас вот донес 2 удара. Но слышно, как я подсказываю ему во время боя, что прошу его бить ногами в голову и ногами в корпус. Пользоваться своим ростом. Но почему-то видно усталость определенная. Может, перетренировался. Может, весна, витамины, авитаминоз. Всякое бывает у спортсменов. Кто-то набирает к концу года, кто-то наоборот устает. И хочет уже отдыхать. Подхватывает Имран и роняет на постель ринга Вадима. Не получается Имрану попасть в голову, потому за счет того, что он ниже ростом. Вот слышно было, что я прошу его бить ногой в шигире, боковой удар ногой. Но все, попадает он в защиту. Опять удары в затылок. Вот, рефери предупредил. Вкусно сделал замечание, раунд закончился второй.
Судьи оценили этот раунд. На мой взгляд, в этом раунде Вадим был получше, почетче, но судьи, тем не менее, дали преимущество в красный угол. Третий раунд этого боя. Мы наблюдаем, как Имран начинает атакующий движение, идет вперед, а Вадим, наоборот, его встречает. Попадает Вадим в голову и переходит в клинч. Обоюдная работа ногами по ногам. Попадает Имран по корпусу, попадает в голову. Вадим стоять начал. Пропускает удар в корпус и опять работа в клинче. Показывает борцовскую технику, но она скрутку, но она не нужна. Здесь это не оценивается судьями. Хорошо встречает в район печени правой ногой. Вадим избивает с ног своего противника. Опять наносит два удара, но не жестких удара, и переходит в клинч. Стоят. Опять удары в захвате. Ну, напоминаю, что они не оцениваются. Конец боя. Остается пару. Хорошо попадает в голову ногой Вадим. И наносит удар Имран в спину. Тем самым получает замечание в устной от рефери. Опять переходит на клинч Вадим. Напоминаю вам, что удары в клинче и в захвате запрещены, точнее разрешены, но не оцениваются. Ну, здесь два удара хороших было ногами в голову, и удар в корпус был, вот вы видите на повторе. В этом раунде я бы дал победу Вадиму, но тем не менее судьи дали победу Мурадову Имрану, с чем мы его и поздравляем.